Привет вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 2 декабря, на вторник. Это у нас с вами карта дня. Мы смотреть будем на колоде Пасьян все знаки зодиака по очереди, от Овнов до Рыбок в одном видео. Тайм-коды есть внизу под видео. Значит, мы с вами смотрим на пасьянсе. Почему? Потому что у нас с вами вторник обещает быть очень спокойным днем. Он будет идти под арканом умеренность. Мы с вами складываем 2.12.2025. 2, 1, 2, 2, 2, 5. В сумме получается 14. Поэтому влиять на этот день будет аркан умеренность. Так что день обещает быть спокойным, гармоничным, сбалансированным. Люди могут быть в этот период терпимы друг к другу, идти на какие-то компромиссы, уступки. В общем, все должно быть мирно, ладно и складно. Ну, посмотрим, что нам обещают карты. Даже если вдруг что-то будет не так, да, по картам карты будут показывать негативное событие, то я думаю, по карте умеренность всегда все это решается очень легко и быстро. Так что, если что, особо переживать не будем. Смотрим, значит, первые Овны. 2 декабря, вторник. События дня. Какие события будут у Овнов во вторник? Покажите мне события. Овны. Ну, пока ничего. Ага, вижу, машина, дорога. Какая-то. Кстати, да, забыла сказать, ангел очень часто указывает на... Тут нельзя даже, не зря даже нарисована, видите, такая дорожка к солнышку. Угу. Мешок с деньгами. Если вдруг я что-то пропускаю, а вы видите события, то у вас оно может проигрываться. Ну, в этой колоде, видите, они тут подписаны. В принципе, вы можете даже сами посмотреть значения. Ну, если не видно, может быть, вы на телефоне смотрите. Напишите мне в комментариях, опишите картинку, я вам напишу значение. Так, теперь обязательно смотрим горизонталь и вертикаль. Есть что-нибудь еще? Не вижу. 3 события только нашла, и 3 события все хорошие. Значит, первое событие была дорога-поездка в этот день, может быть. Дальше гармоничные отношения в паре, выпала верность, может быть, даже какое-то событие. Если пары нет, то, возможно, вероятность встречи своего человека. И какое-то событие связано с деньгами. Мешочек чаще это покупки, расходы, там, закупки и так далее. То есть чаще это минус по финансам, когда мы деньги тратим. Хотя вот у некоторых зрителей проигрывается плюсом. То есть тут уже это ваши личные наблюдения, только вы можете проанализировать и понять, как у вас какие-то события проигрываются. У каждого это может быть как-то по-своему даже. Благодарю за внимание, Овны. И переходим к Тельцам. Второе декабря. Угу. Падает все время. 2 декабря, Тельцы, события дня. Покажите мне события для Тельцов вторник. Якорь. Сразу же. Заякоритесь где-то. Прям с утра. По аркану уверенности это очень хорошая идея. Заякориться и ничего не делать. Замочек нельзя. Тут 2 варианта. Есть подарок и есть книга. Книга это казенный дом, госучреждение. Ну, подарок тут как бы понятно. Я увидела подарок, поэтому оставляю его зафиксированным. Что-то... Ага, о, есть еще флаг. Прекрасно. Ну, кстати, если бы мы соединили с вами казенный дом, госучреждение и победа, да, победа в госучреждении. Мечи нельзя. Здесь нет. Так, давайте проверим. Есть, знаете что? Есть метла.
Еще может быть победа в каком-то споре с кем-то, в разногласиях. Ключ есть. Ключик. Так, здесь нет, здесь нет. Нет, корона есть. Победу может даже вам присуждать какой-то очень влиятельный, важный человек. Корона выпала. Здесь нет и здесь не вижу. Получается, в этот день у вас классные события. Ключ показывает, что день точно будет очень важным. В этот день произойдут какие-то особенные такие события. И ключ — это еще когда все в ваших руках. Вы можете многого достичь, добиться. Подарок, победа, общение с влиятельным человеком. Якорь показывает. Якорь еще, знаете, что может быть? Это возможность поставить точку, что-то закончить, доделать. Да, вот, например, получить победу. Якорь говорит, ты прошел длинный путь, и наконец-то ты можешь поставить точку. Поэтому вот во вторник, в принципе, в каком-то вопросе вы можете поставить такую жирную точку. Ну, из минуса единственное выпала ссора, метла. Ну, ссора, споры, но метла также еще может показывать просто наведение порядков, уборка. Поэтому, может быть, у вас так проиграется. Ну, даже если в этот день мы и будем ссориться по карте умеренность, эти ссоры будут очень быстро разрешаться, ссоры, споры. Так что можно считать тоже день достаточно позитивным. Вас ждет победа, подарки в этот день. Смотрим дальше близнецов. 2 декабря, близнецы. События дня. О, прекрасно. Сразу первое событие — цветочек. Дерево тоже хорошо. Молния. Корабль. Тоже, я думаю, корабль в этот день будет актуален. Ожидание. Это у нас ангел времени. Он всегда заставляет нас ждать. Ну и вообще говорит о том, что не спеши. Все придет в свое время. Главное никуда не торопиться, не спешить. Главное уметь ждать. Да, и все важное по ключу произойдет. Сердце нельзя. У вас как-то все события в одном месте скучковались. Здесь не вижу. Нет, нет, нет. О, и еще тоже, еще сюда же и шарики в их компашку. Здесь нет и здесь нет. Так, значит, смотрим. Получается первым, что выпало, не помню. Цветочек. Первое, цветочек. Это исполнение желания может быть во вторник. Вы можете получить приглашение, ожидание чего-то или кого-то. Все в ваших руках. В этот день ключ для вас открываются новые возможности, перспективы. Вы получаете очень хорошие новости, радостные. И также будет еще какая-то информация, новость. Она может быть, да, вот как гром среди ясного неба для вас. Что-то такое неожиданное и ошеломительное. Хорошее или плохое, сложно сказать, по-разному бывает. Но так как выпала еще подсказка шарики, хорошая новость, то, скорее всего, наверное, это будет хорошая какая-то такая неожиданная, очень неприятная. Так что такой классный день у вас. Видите, все события хорошие. Благодарю за внимание и переходим к ракам. Сейчас будем разбираться с раками. Декабря. 2 декабря. Раки. События дня.
Смотрим раки. Ух ты, сразу цветочек. Угу. Рыба. Ну, рыба это предупреждение чаще всего, конечно. Значит, здесь у нас с вами лебедя нельзя соединить. Череп. Победа. Бабочка. Может быть разговоры о болезни. Не болезнь, а ведь выпало общение, болезнь. Якорь. Солнце. Угу. Змея. Метлу нельзя соединить, тут же, видите, зафиксировано. Тайная встреча. Общение деловое на тайной встрече, разговоры о здоровье. Кстати, змея это может быть медик. Так, что еще? Часы нельзя соединить. Здесь нет. Здесь есть домик. Нет, нет, нет. Бокал есть. Ого, сколько у вас событий. Так, нет и нет. Значит, смотрим. Рассказываю каждое событие в отдельности, не соединяя их между собой. Исполнение желаний. Победа. Победа в работе, в делах. Скользкое дело. Ну, это предупреждение. Могут вас заманивать в какие-то истории неприятные. Потом будьте внимательны. То есть тут надо остерегаться аферистов. Тема здоровья будет проигрываться. События в семье, дома и застолье. События, застолье, деловой разговор с кем-то, тайная встреча, общение со змеей. Это с человеком, либо он может быть медик, либо там по году рождения змея, либо просто там по своей характеристике, такой, знаете, острый на язык человек. Радость также будет, хорошее настроение, радость, оптимизм. И якорь. Ну, тут два варианта. Либо по якорю, может быть, вы на этом событии проведете много времени, там 3-4 часа заякоритесь. Либо второй вариант, якорь это еще точка жирная. Если брать победу, то достигли какого-то результата, поставили жирную точку. Ну вот, такие события для вас. Из минуса получается рыба и здоровье. Но опять же, здоровье это может быть там и разговоры о здоровье, и там зайдете в аптеку, на это и будет читаться, что это событие проигралось. То есть это может быть ничего плохого здесь. В общем, поживем, увидим, что называется. Ну, в целом, я считаю, что очень много позитивных событий, гораздо больше, чем негативных. Смотрим дальше львов. Так, сейчас мне надо теперь так собрать, чтобы они у меня не повторялись, а у вас их тут очень много совпадений. Угу. Так. И так. Все. Львы, поехали. 2 декабря. 2 декабря, львы, события дня. Угу. Пропустила маску. Цыпленок. Змея. Дорогу нельзя, весы нельзя. Удача. Сердце нельзя.
Солнышко нельзя тоже. О, есть свиток. Нет, нет, и здесь нет. Значит, смотрите, что выходит. Выпала первая маска. Маска вообще, видите, подписана обман. Да, проигрывается, как, ну, допустим, либо вас кто-то может обмануть в этот день, либо вы кого-то. То есть мы надеваем маски и ведем себя, скрываем свои истинные намерения, истинное лицо. Либо кто-то, да, скрывает свои истинные намерения. Но также из практики, что еще может показывать маска? Это может быть поход к косметологу, маска. Это может быть поход в театр, тоже маска. Да, люди играют какие-то роли. Ну, в общем, и все в таком духе. Поэтому имейте в виду, что маска проигрывается не только как обман. Дальше, значит, общение с детками у вас выпало. Семья, дети, цыплята. То есть о ком-то в этот день мы заботимся, играемся, нянчим, в общем, проводим вместе время хорошо. Удача выпала вам в этот день. Деловая встреча выпала. И общение со змеей. Это разговор с человеком, у которого достаточно такой острый язык, да, как бритва. И он может, в принципе, нас обидеть. Но иногда, допустим, эта змея нам ничего плохого не желает, а просто показывает характеристику этого человека. Поэтому тут я вам не скажу, как змея проиграется. Когда уже день пройдет, тогда будет видно, ужалила она вас или нет. Или это просто вот рядом с вами находился человек, да, по году рождения, да, змея там, или просто по своим каким-то характеристикам такой. В общем, в целом я считаю, что в принципе не самый негативный прогноз. Вот у меня почему-то ощущение, что маска проиграется по-другому, и змея ничего плохого вам здесь не сделает. Может быть, вы вместе с змеей пойдете, не знаю, там, в театр. Или, кстати, вот смотрите, если мы говорим о косметологе, да, маска, то это может быть сам врач-косметолог, змея, человек, имеющий отношение к медицине. Может быть и так. Такая информация для вас. А может, вы себе какую-то масочку покупать будете, и так проиграется, понимаете? Может быть и так. Или ребенку, да, допустим, надо какую-то там сценку в школе, да, будет, или в садике надо будет какой-то делать костюм. Это тоже маска. Вот такая вот история. Смотрим дальше. Дева. Покажите мне, пожалуйста, информацию для дев 2 декабря. 2 декабря, девы, события дня. Угу. Расческа выпала первая. Ага, и еще и колодец. Ну, помним, да, что я вначале говорила, даже если какая-то неприятность произойдет, по умеренности она может очень легко и быстро разрешиться. Можно рассчитывать, так сказать, на чудо. 2 кольца, ножницы. Вот, пожалуйста, решение вопроса. Да, возникла проблема, проблема решилась. Сейчас посмотрим. Да, видите, еще выпадает успех. Ну, вот как я вам и говорила. А вот если бы был день там башни, не знаю, там еще какой-нибудь негативные карты, луны, то все, пиши пропало. А, еще и удача. Ну, все будет хорошо, девы. Не переживайте, даже если что-то и произойдет. Так, смотрим мы еще сейчас здесь, посмотрим. Не вижу я. Значит, получается, что нам показали, что в этот день может быть какая-то неприятность, неприятная ситуация и глубокая печаль, разочарование. Ну, понятно, скорее всего, это будет связано с этой ситуацией. Может быть, еще как вариант не у вас. Допустим, а у кого-то из ближайшего окружения вы можете переживать за этого человека. Или каким-то образом косвенно участвовать в этой ситуации неприятной. Неприятность, разочарование. Дальше тайная встреча, решение вопроса. Решение вопроса, успех и удача. Поэтому удача говорит о том, что
вам повезет и вопросы решаться для вас успешно. Поэтому не переживайте, даже если что-то и произойдет. Благодарю за внимание, девы, и переходим дальше к весам. Посмотрим, что у весов во вторник. Весы. 2 декабря. События дня, весы. Так, весы, ну пока не вижу совпадение. Ага, есть. Первая бабочка. Сундук, супер. Хорошее сочетание. Такое ощущение, что здесь что-то есть, а я не вижу по ощущениям. Подарок нельзя. Ну, может быть, это эта метла была. Мне казалось, что где-то вот здесь. Угу, чашечка чая еще есть. Расческу нельзя. Нет, нет, здесь нет. Получается, у вас я нашла, значит, может быть деловой разговор с кем-то. Бабочка, деловое общение, разговор. Прибыль. Возможно, этот разговор принесет вам прибыль. Будет прибыль, доход в этот день. Будут гости. Вы пойдете в гости, к вам придут гости, может быть, там где-то в кафе выпили, да, по чашке кофе с кем-то. И выпала еще метла, может быть, небольшая ссора, споры с кем-то в этот день, разногласия, да, у тебя такое мнение, у меня другое. Но метла еще может показывать одно событие, такое как уборка тоже. Если вы планируете уборку, наводить порядки, допустим, там на работе, дома, то, в принципе, метла может и так проиграться. Вот такая информация для вас. У вас как бы из минуса только метла, и то не факт, что она проиграется своим негативным значением. Благодарю за внимание, весы. Переходим к скорпионам. Так, скорпионы. 2 декабря. События дня, скорпионы. Скорпиончики. Вторник. Угу. Казенный дом на вторник выпадает. Чашечку уже нельзя соединить. Время, будильник. Возможно, у вас на определенное время назначено в госучреждении. Хорошие новости, шарики. Угу. Еще и цветочек, супер. Колокольчик нельзя. Череп, это, кстати, может быть больница, ну, либо какое-то медучреждение вместе с черепом. Цепь, нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос в госучреждении. Деловая встреча.
Так, теперь проверяем здесь. Нет, нет, нет. Нет и нет. Значит, смотрим. Получается, в этот день, во вторник, у вас может быть посещение госучреждения. По будильнику день может быть распланирован по часам, да, как-то вот, но по будильнику вы можете там не успевать. Будильник показывает нарушение, и как раз у нас выпадает ангел времени, который говорит о том, что оно может там сдвигаться, переноситься, растягиваться, какие-то ситуации во времени. Поэтому имейте это в виду. У вас должны быть запасы, чтобы был какой-то люфт. Дальше хорошие новости будут в этот день. Будет исполнение желания, будет деловая встреча, деловая рабочая, нерешенный вопрос. То есть, возможно, на этой встрече вопрос не решится. И ножницы, видите, далековато, то есть еще не скоро решение этого вопроса. И тема здоровья тоже может во вторник как-то отыгрываться, проигрываться, потому что выпал череп, болезнь. Может, что-то болеть будет, может быть, там уже вы записаны к врачу там, и так далее. В общем, такие события. Ну, из хорошего новости, желание, встреча. Из предупреждения нерешенный вопрос, время. Ну, тут как бы ангел времени говорит, надо просто терпение. Еще не пришло то время, когда этот вопрос должен решиться. И ты силой не можешь его притянуть. Как бы, да, там силой желания, грубо говоря, того, что ты хочешь. Придет время, оно все реализуется. Так что нужно иметь терпение, скорпиончики во вторник. Так, смотрим дальше, что будет у стрельцов. Стрельцы. 2 декабря. События дня. Стрельцы. Так, стрельцы. Смотрим. Змея, первое событие. Замок. Может быть, вам змея что-то разболтает. Угу. И рядом со змеей выпадает глубокая печаль. Поэтому тут, скорее всего, змея проиграется как злые языки. И, кстати, вы можете узнать тайну о том, что вот кто-то из вашего окружения ведет себя по-змеиному. В глаза вам улыбается, а за глаза что-то про вас говорит плохое. Так, конверт, свиток. Нет, 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 нет. О, есть цветочек. Прекрасно. Значит, смотрим, что выпало. Вас предупреждают, что во вторник вы можете пообщаться с человеком, который ведет себя как змея. Может, допустим, как-то агрессивно себя вести, жалить, обидеть вас, сказать что-то неприятное, потому что, видите, рядом выпадает глубокая печаль. Либо вы можете узнать о том, что кто-то из вашего окружения так себя ведет за вашей спиной. Потому что рядом открываются тайны. Вы узнаете какую-то тайну, секрет в этот день. Вы станете перед выбором, карта выбора. Нужно будет принимать решение, делать так или так. Также может быть деловая встреча, получение, что-то можете получать. И может исполниться желание. Поэтому, видите, есть и хорошие события, да, как получение, исполнение желания, но есть и предупреждение о том, что может открыться какая-то информация не очень приятная о ком-то из окружения. Также, стрельцы, у кого день рождения 2 декабря, я вас поздравляю в первую очередь. И у вас получается год, который у вас начинается, новый ваш год личный, он будет идти под арканом умеренность.
это очень классный год, год спокойный, мирный, когда вот ничего плохого не происходит, все как-то очень легко удается, легко идет, плавно, да, без каких-то... Может быть, немножко скучновато, потому что это год такой, знаете, как будто время очень тянется медленно. Когда ничего не происходит, всегда время тянется медленно. Почему? Потому что вот этот год, который у вас был, скорее всего, он был просто такой, знаете, американские горки, потому что он шел под арканом смерть, соответственно, там были перемены, возможно, одни люди приходили, уходили, могли быть переезды, смены работы, там, потери бизнеса. Ну, то есть по смерти всегда смерть с собой что-то забирает из нашей жизни. Ну и, соответственно, наша жизнь меняется. Поэтому вот этот год дается для того, чтобы вы немножко передохнули, перевели дух после вот этого года. Если у вас год прошел, вы скажете, да, не, у меня такого не было, все плюс-минус нормально. Ну и отлично, значит, да, вот этот год снова будет, да, вот продолжение такого плюс-минус нормального режима. Это вот также я... Если вам интересно подробнее, у меня есть видео, называется «Карта года» на канале. И вы можете там, я очень подробно рассказываю про каждую карту, там можете уже подробнее послушать, если вам интересна эта тема. А мы продолжаем, смотрим дальше, что будет у козерожек. Смотреть. Так, козерожки. 2 декабря, козероги, события дня. Козерожки, 2 декабря, вторник, основные события. Покажите мне, что там важного будет у козерожек. Ключ, первое событие. Угу. Ну, тут два варианта. Тут свиток и лебедь. Я увидела первый свиток, а не лебедя, поэтому оставляю его. Лебедь – это верность. Подкова. Колодец. Гости. Чашечка чая. Думаю, непонятно мне, из-за чего вот это разочарование. Понятно, из-за нерешенного вопроса. Но я в начале видео предупреждала. Когда у нас идет аркан умеренность, на решение вопросов лучше не рассчитывать. Да, вот время, время не пришло, время, а как бы все переносится, откладывается всегда по ангелу времени. Тут еще, видите, могла быть неприятность, но я первый увидела будильник, поэтому оставляю его. Поэтому, к сожалению, на решение вопросов лучше не рассчитывать во вторник. Маска еще выпала. Так, по периметру не вижу. Значит, первое событие – ключ. Ключ показывает, что в принципе все в ваших руках в этот день. От вас будет очень многое зависеть. Если вы правильно распределите время, возможно, правильно рассчитаете, то, может быть, все и получится. То есть все зависит от вас, все в ваших руках в этот день. Гости. Будильник показывает, что что-то будет переноситься, откладываться, меняться во времени и так далее. В общем, со временем вы дружить не будете. Встреча, видите, выпадает встреча, нерешенный вопрос, деловая встреча, нерешенный вопрос и разочарование. Ну, то есть, скорее всего, это одно событие. Дальше удача. Удача. Ну, вот есть удача и ключ, понимаете? Вот оно как бы перебивает одно другое. С одной стороны, показывает, что вопрос не решается, но имея удачу и ключ, вы в силах это изменить. Понимаете, все будет зависеть от вас здесь конкретно. Так что я думаю, что шансы есть решить этот вопрос. И еще выпадает маска, обман. Опять же, здесь может быть как обман с вашей стороны. Вы, например, можете что-то сделать по-хитренькому. Так и в вашу сторону может быть тоже обман. Может быть, это маска. Как проиграться, не знаю. Может быть, здесь для того, чтобы этот вопрос решить, необходимо, да, будет как-то там вот где-то повести себя не очень прилично. Назовем это так мягко. Вот такая вот информация для вас, козерожки. Вроде как и хорошие события есть, но вот это вот нерешенный вопрос этот
И откладывание во времени портит на всю картину. Ну, знаете, главное терпение. Когда выпадает аркан умеренность, это всегда главное иметь терпение. Терпение и труд все перетрут. И все придет, когда будет время. Смотрим дальше. Водолеи. 2 декабря. События дня Водолеи. Так, поехали, смотрим. Прям карта сама упала. Подарочек. Первое событие. Месяц. Угу. Молния. Машина. Рыбу нельзя, и слава богу. Ну, тут вроде бы не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Нет, нет. Есть мешок с деньгами по горизонтали. Дальше бабочку нельзя соединить. Здесь есть конверт. Конверт. Нет, нет. Нет, нет. И здесь нет. Значит, смотрим, что вам выпадает. Вам выпадает на вторник подарок. Деньги. Но деньги здесь могут быть и расходы в том числе. О, самое главное, не увидела удачу. Подарок, деньги, удача, поездка может быть, какая-то ошеломительная новость, получение, ну, может быть, получение денег или получение подарка или получение этой новости. Как вы что-то получите. И месяц показывает событие, которое имеет цикличность. Оно уже происходило, и оно еще будет происходить. То есть это как некий цикл, и он постоянно повторяется. Может быть, это связано с поездкой. Видите, дорога и луна вместе выпали. То есть как будто бы это какая-то поездка, которая повторяется. Ну, не обязательно. Может, а может быть луна и деньги. Да, например, каждый месяц 2 числа вы что-то там проплачиваете. Или наоборот, деньги поступают каждый месяц 2 числа. Поэтому ну, вот может так проиграться. Так что у вас день очень хороший. Удача, получение, подарки, поездка, деньги. То есть тут все. У вас все супер. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Второе декабря, рыбы, вторник, события дня. Смотрим. Месяц, первое событие. Бокал. Ссора. Прям 3 подряд в рядочек. Деловая встреча. Ага, тут смотрите, тут еще был домик. Если вы увидели домик, тогда у вас домик проиграется, а свиток нет. Ну, я домик не видела, увидела свиток. Как-то у вас тут прям все на одной кучке. Так, ага, еще есть цветочек, хорошо. Есть весы.
Есть мешок с деньгами. Смотрим, значит, здесь я не вижу. Расческу нельзя. Нет, 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 нет. И здесь тоже нет. Получается, у вас во вторник месяц события, которые имеют цикличность, будут происходить, ну, события, которые повторяются с определенной периодичностью. Будет застолье, мероприятие какое-то, деловая встреча, деньги, исполнение желания, сложный выбор и ссора. Ссора, споры могут быть. Ну, видите, выпало рядом застолье. Может быть, там за столом будут два разных мнения, будете спорить, да, кто прав, кто не прав, выяснять. Как вариант. И еще, господи, метла может показывать уборку. Допустим, если у вас событие, еще тут домик, видите, мог выпасть. Допустим, у вас событие дома, какое-то полуние цикличное, ну типа день рождения. Может быть, там у вас кто-то есть, стрелец дома. Событие. И просто метла — это уборка. Вы ждете гостей, да, на застолье, допустим, ну и наводите там порядки, как вариант. И исполнение желания, да, показывает, что в этот день может исполниться желание какое-то даже ваше. То есть тут как бы в принципе в целом неплохо, за исключением только вот этой ссоры. Вот такой вот день. Как в принципе я сразу и говорила, когда у нас выпадает с вами аркан умеренность, то ничего плохого этот день нам с вами не обещает. Так и получилось. То есть в основном выпадали только хорошие события. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.